Зумбетаю Эркину, пресс-секретарю Всемирного уйгурского конгресса, была присуждена премия «Свобода убеждений» в рамках премии «Четыре свободы», учрежденной в честь Рузвельта за его деятельность по освещению геноцида против уйгуров и подавления свободы убеждений. Премия «Четыре свободы» была присуждена 11 апреля 2024 года 5 международным борцам за свободу за их приверженность делу обеспечения свободы и защиты прав человека. На церемонии награждения, состоявшейся в Миддлбурге, Нидерланды, премия за свободу вероисповедания была вручена Зумбетаю Эркину, пресс-секретарю Всемирного уйгурского конгресса. Неправительственные организации Восточного Туркестана, работающие в Турции, организовали программу празднования Ид-аль-Фитр в Анатолийской профессионально-технической средней школе Кючук-Чекменже на Хитменташе 11 апреля. На мероприятии, организованном Международным союзом организаций Восточного Туркестана, присутствовали уйгуры, проживающие в Стамбуле, а также представители различных ассоциаций и общин. Выступая на мероприятии, представители НПО подчеркнули взаимопонимание и сотрудничество между организациями, а также единство нашего народа за рубежом. Китайский интернет-магазин быстрой моды Shein, известный во всем мире своей доступной одежды, призывает к бойкоту, потому что он использует в своей продукции кровавый труд уйгуров. В то время как мусульмане всего мира празднуют Ид-аль-Фитр, окончание священного месяца Рамадан, правозащитная организация из Чикаго «Справедливость для всех» призвала мусульманских женщин бойкотировать Shein за его предполагаемую причастность к принудительному труду мусульман-уйгуров в Китае. Арслан Хадият, глава компании «Спасите уйгуров», заявил, что предполагаемый принудительный труд компании Shein усилил давление на уйгурский народ. Премьер-министр Джастин Трюдо заявил в ходе официального расследования, что Китай пытался вмешаться в последние 2 канадских голосования, но на их результаты не повлиял, и что Пекину невозможно отдать предпочтение одной партии перед другой. В среду, выступая под присягой перед комиссией, проводящей общественное расследование обвинений в иностранном вмешательстве в канадские выборы 2019 и 2021 годов, Трюдо ответил на вопросы о полученных им разведданных и заявил, что выборы были свободными и справедливыми. Лидер Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин встретился во вторник в Пекине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Отметив, что в этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, Си сказал, что Китай и Россия вступили в новую эру гармоничного сосуществования и беспроигрышного сотрудничества между основными странами и соседями, которое принесло пользу обеим странам и народам, а также добавило мудрости и силы международной справедливости и честности. США и Япония объявили о том, что договорились укреплять свои отношения в области обороны на фоне напряженности в отношениях с Китаем. Выступая на ужине в честь премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Белом доме, президент США Джо Байден заявил, что 2 страны достигли самого большого прогресса в оборонном сотрудничестве на сегодняшний день.